Приветствую вас, дорогие раки, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на весну этого года, 2024. Смотрим месяцы март, апрель и май. Я смотрю на колоде 78 дверей, у меня такая колода есть, на ней нарисованы двери открытые, закрытые и ключи. Мы посмотрим 4 сферы жизни: работу, личную жизнь, финансы и здоровье. Если на карте, которая выпадет на сферу, дверь будет открыта, ну, например, там, да, открытая дверь, вот нет преград, вот тоже открытая дверь, значит, все будет хорошо, легко, никаких проблем, сложностей не будет, все, что вы задумали, все будет реализовываться, исполняться. Если дверь будет закрыта, там, вот закрыта дверь, там, открыта, вот закрыта дверь. Если дверь будет закрыта, тогда могут быть какие-то сложности, преграды, препятствия. То есть карты вас предупреждают и говорят, что ну вот так, как вы запланировали, не будет. Да? То есть, возможно, будут препятствия, и будьте к этому готовы. Поэтому мы с вами в целом посмотрим. 3 месяца – это большой период, и детально я его просматривать не могу, поэтому могу смотреть только в целом, что будет происходить, будет хорошо или будет плохо. Так что вот так. Смотрим, раки. Период, значит, весна 2024 года, месяцы март, апрель и май. Покажите мне для раков 4 сферы жизни: личную, работу, финансы и здоровье. Двери в эти 4 сферы. Дверь в личную жизнь для раков весной. Дверь в работу, дела для раков весной. Дверь в финансы для раков весной. И дверь в здоровье, в сферу здоровья. Все, теперь мы с вами смотрим, что тут карты нам покажут. Значит, первая карта – это дверь сферы в личную жизнь. Открыто, закрыто. Классная карта, туз кубков. Здесь как бы дверь закрыта, да, видите, то есть она закрыта, но это же церковь, это храм, а в храме двери не закрываются, то есть они открыты постоянно, то есть ее просто прикрыли, потому что идет ритуал, да, то есть идет крещение ребеночка. Поэтому можно сказать, что двери в личную жизнь для вас открыты. Более того, туз кубков показывает, что вас ждет какой-то новый этап в личной жизни, какое-то начинание. Единичка – это всегда начало, старт, зарождение, это точечка, это зерно, из которого начнет все прорастать. Такой корешок. Значит, что это может быть? Конечно, это начало отношений для тех, кто сейчас вот один или одна. Карта показывает, что весна может стать для вас началом ваших отношений, которые, кстати, могут привести к браку по этой карте. Это карта влюбленности. Туз кубков – это когда наше сердце переполняется счастьем, любовью. Мы становимся очень гармоничны внутри, одухотворены. Да, то есть это карта души, одухотворенности такой. Карта чудес, исполнения желаний, беременность. Вот если кто-то мечтал, долго не получалось, карта говорит, что вот есть очень большие шансы, что это чудо в вашей жизни реализуется. Или внуки, может быть, вы хотели внуков, да, опять же, вот вы можете узнать хорошую новость о том, что вы будете там бабушкой, дедом. Это однозначно брак может быть, начало новой жизни, то есть мы просто встречались, теперь мы супруги, да, у нас новый статус, эта карта еще показывает всегда новый статус. Так что, как у вас конкретно поиграется, конечно, мне сложно сказать, в зависимости от того, там, в отношениях вы, без отношений, может быть, вы поруганы. Если поруганы, то здесь, опять же, карта показывает, что вы можете договориться, помириться, найти общий язык. Если, допустим, треугольник, то, опять же, карта показывает, что, скорее всего, он каким-то образом разрешится для вас. Ну, для вас в лучшую сторону, потому что эта карта показывает, что вы счастливы, вы довольны. А от чего вы уже будете счастливы и довольны, это скорее вам знать, а не мне. Но вы будете счастливы весной. Вот так. Может быть, у кого-то прям будет действительно крещение деток в этот период. Карта, так видите, прям прорисована. Может быть, кто-то станет крестным или крестной, вас позовут, и вы будете крестным, крестной. Может так у кого-то проиграться. И это сделает вас, да, вот как-то счастливее. Ну, карта очень хорошая. То есть для вас двери в личную жизнь, они открыты. Более того, они не просто открыты, а они принесут какие-то позитивные перемены. Смотрим дальше. Работа. На работе что? Будем сейчас разбираться. О, здесь проблема. Тройка мечей выпала. Здесь смотрите, как интересно. У вас, знаете, все наоборот. Дверь закрыта, но она открыта, а здесь открыта, но она закрыта. Как-то вот все наоборот.
Дверь-то открыта, проход свободен, ходи не хочу, да, туда-сюда. Но здесь вот как бы на пороге этого проема сидит такая бабулька злая, злая, да, то есть сделала вашу фигурку и втыкает в нее иголки. То есть карта показывает, что на работе будет однозначно неприятная ситуация. Вы можете узнать какую-то правду, откроется правда матка о каком-то сотруднике, может быть, даже о начальнике, начальнице, которая к вам относится плохо, за вашей спиной что-то делает. То есть это карта разочарования, горя, боли, то есть однозначно будет, вы испытаете какую-то боль. Это будет из-за отношений или из-за какой-то ситуации, мне сложно сказать. Чаще эта карта проигрывается как ссора с кем-то на работе, то есть когда вот тебе делают больно эмоционально. Но иногда она показывает и просто проблема на работе какая-то, техническая, скажем так, да, то есть вы из этой проблемы разочарованы. Опять же, карта предупреждает, что это кто-то создал эту проблему для вас. Поэтому, да, вот тут такая какая-то вредная бабулька какая-то создала. Ну, это образ, но просто имеется в виду, что кто-то для вас создал проблему, вам приходится с ней разбираться. Опять же, не забывайте, это младший аркан. Младший, да, троечка мечей, это ж не башня, это не дьявол, это не старший аркан. То есть это какие-то мелкие проблемы, которые периодически у всех нас возникают, поэтому не стоит прям вот впадать в такое уныние и сильно переживать. Ну, тут похоже, что вас прям зацепит эта ситуация, потому что эта карта, она прям показывает такую сильную боль у человека. Так что вот так. К сожалению, ну вот так, какая-то неприятность может быть. Когда конкретно это произойдет, вы можете посмотреть по моим прогнозам. Каждую неделю я выпускаю прогнозы на неделю. И там однозначно карты покажут, когда это может быть. Возможно, эта ситуация будет повторяться. Как вариант, да, то есть период большой, вот 3 месяца. Может быть, она будет даже несколько раз, эта ситуация. Вот она вкалывает, видите, одна иголка, вторая и третью собирается. Может быть, даже трижды будет ситуация как-то повторяться. То есть 3 какие-то, может быть, еще 3 мелкие проблемы. Не одна большая, а 3 какие-то мелкие. Вот как-то так. Ну, опять же, дверь открыта, то есть карта подсказывает, что вы можете с ними справиться. Вы можете решить эти вопросы. Смотрим финансы. Что с финансами? Туз мечей, лабиринт. Опять же, арка. Дверь открыта, казалось бы, проходи, да, то есть проходи, бери все, что хочешь, делай. Но все не так просто, да, то есть все с какими-то сложностями, все с какими-то заковырками такими. Туз мечей может показывать какие-то вопросы документальные, то есть это документы, могут быть справки, может быть даже обращение в суды, когда вы добиваетесь своих прав, по этой карте может быть тоже. Но это вот борьба. Туз мечей – это обычно борьба за свои права, за все, что принадлежит вам, ну, по финансам имеется в виду. И не просто, вы знаете, как добиться справедливости не просто. Приходится побегать, приходится включать голову иногда, потому что выйти из лабиринта можно только если подключить интеллект. Тут одной силы недостаточно, эта карта говорит. Нужно вот найти себе, прорисовать маршрут и потом только идти. То есть не идти наобум, не делать что-то наобум. Если вы что-то делаете с финансами, карта говорит, допустим, вы куда-то вкладываете деньги, вы что-то покупаете дорогостоящее, карта говорит, должна быть подготовка, у тебя должен быть план какой-то, должен быть анализ, проделанный анализ, и тогда только приступай. А не так, что вот что-то там захотелось и пошел. Так не пойдет, карта говорит. Надо подготавливаться. Когда ты заходишь в этот лабиринт, у тебя должна быть схема. Или должен быть кто-то, какой-то человек, который знает, как по этому лабиринту идти. То есть, если вы сами не хотите разбираться, например, в каких-то бумажных вопросах, там, банковых, да, каких-то моментах, судовых, карта говорит, значит, ищите специалиста, который знает, как здесь разобраться. Сами тогда уже не лезьте, если не хотите разбираться. А иначе, если вы заблудитесь в этом лабиринте, вы себе создадите еще больше проблем. То есть они будут как снежный ком на вас накатываться. Вместо одной получится целая куча этих проблем. Так что вот так. Может быть, даже эти ситуации как-то будут связаны. Работа, да, бизнес и финансы. Потому что и здесь мечи, и здесь мечи. А мечи – это все, что связано вот с
интеллектом, логикой, документами, информацией, общением. Так что вот в этой сфере могут быть проблемы. Смотрим здоровье. Ага, и тут тоже, видите, здесь карты показывают, в здоровье дверь закрыта. Вот в вашем случае здоровьем лучше не заниматься в этот период, то есть отложить. Если вы планировали лечение, если вы планировали операции какие-то на этот период, карта говорит, что лучше пока вот весной этим не заниматься. Вам нужно заняться личной жизнью и заняться работой. Нужно будет решить какие-то проблемы на работе. Поэтому пока вот здесь лучше поставить паузу. Здесь даже будут возникать проблемы. Допустим, вы хотите что-то сделать, карта говорит, то нет врача, то нет места для записи, вас не могут никуда записать, нет времени для вас. То есть постоянно какие-то сложности. Нет нужного лекарства там, или нет какого-то препарата. Или, ну, в общем, карта говорит, вы хотите что-то сделать, а все время сталкиваетесь вот с этой стеной такой, и вам приходится все время пробивать эту стену, да, вот добиваться, то есть это всегда сложно. Зачем себе усложнять жизнь, если можно, если, допустим, ваша болезнь может подождать какой-то период, если это не что-то, конечно, срочное, то карта говорит, лучше откладывать. Если у вас что-то срочное, какая-то срочная операция, конечно, тогда вам надо быть готовым к тому, что легко не будет и придется вот все время сталкиваться с мелкими какими-то неприятностями и разбираться с ними. Поэтому вот так. То есть у вас такой период непростой, у вас он только будет хороший в личной жизни, а вот эти все три сферы, тут все время будут какие-то мелкие неприятности. 3 младших аркана, мелкие неприятности. Ну, что поделать, да, то есть такая уж у нас жизнь, что все время приходится что-то решать, что-то делать. Ну вот, такая информация для вас, раки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.